Махмуд Али Калиматов принял участие в выездном совещании Совета безопасности России под руководством Николая Патрушева. Участники обсудили актуальные вопросы национальной безопасности в СКФО, в частности, борьбу с коррупцией и безопасность на транспорте. По словам Патрушева, приняты меры по снижению активности ряда некоммерческих организаций, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе с целью разжигания межнациональной розни и создания очагов напряженности. А пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало устранению угроз экстремизма и сепаратизма. Патрушев обратил внимание глав регионов СКФО, что в преддверии 75-й годовщины Победы следует уделить особое внимание противодействию попыткам фальсификации истории. Юрий Чайка отметил, что по итогам предыдущих выездных совещаний принимались решения по различным актуальным направлениям общественно-политической и социально-экономической жизнедеятельности макрорегиона. Это способствовало оздоровлению криминогенной обстановки, созданию условий для поступательного развития субъектов округа. На фоне усиления правоохранительной работы следует отметить активизацию в округе работы, направленной на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне такая работа крайне важна. Просил бы руководителей регионов уделить особое внимание пропагандистской работе по освещению героизма нашего многонационального народа в борьбе с фашистскими захватчиками, а также по противодействию фальсификации исторических фактов. По итогам предыдущих выездных совещаний принимались решения по различным актуальным направлениям общественно-политической и социально-экономической жизнедеятельности региона, что способствовало снижению уровня террористических и экстремистских угроз, оздоровлению криминогенной обстановки, созданию условий для поступательного развития субъектов. Одним из безусловных приоритетов нашей работы остается противодействие коррупции. Анализ ситуации позволяет констатировать, что уровень коррупционных проявлений в округе остается высоким, а в антикоррупционной работе субъектов округа еще присутствуют инерционные процессы. Так отсутствует эффективная система изучения кандидатов на службу в органы государственной власти и местного самоуправления, функционирование которой должно быть направлено на минимизацию коррупционных рисков и недопущение кланово-корпоративных принципов формирования кадровой работы. Существует необходимость пересмотра подхода к применению мер юридической ответственности в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения. Актуальным вопросом является развитие системы информационного обеспечения деятельности антикоррупционных органов субъектов округа, а также их дальнейшее кадровое укрепление.